Якутская республиканская общественная организация «Шаг в мир звуков» в конце октября в городе Якутске провели слухоречевую реабилитацию и настройку кохлеарных имплантов для детей с тяжелыми нарушениями слуха. Приглашены ведущие сурдологи, сурдопедагоги и аудиологи с центральных городов России. Услугами смогли воспользоваться более 50 детей с кохлеарными имплантами Якутии. Существуют определенные критерии тогда, когда мы приглашаем в обязательном порядке на консультацию пациента, пользователя кохлеарным имплантом. В первый год, как правило, это 4-6 визитов пациента к врачу-сурдологу и к сурдопедагогу. А второй год – это 2-4 визита. Третий год – это 2 визита составляет. Из последующего года составляет приблизительно по 1 визиту в год. И так на протяжении всей жизни. Таким образом, в первые 2-3 года пациент, пользователь кохлеарного импланта, практически, можно сказать, дружит с сурдологом и идет рука об руку с ним, который его сопровождает, ведет его настройки, и с сурдопедагогом, который его консультирует, то, как он реально слышит. Исследовательским центром было разработано совместное проведение настроечных сессий с 2 специалистами сразу – сурдологом и сурдопедагогом. Главная цель настройки аппарата заключается в максимальной пользе пациента от своего кохлеарного импланта. На сегодняшний день у нас в республике наблюдается нехватка аудиологов, сурдологов в республике, и у нас нет оборудования по настройке кохлеарных имплантов. Вот в связи с этим у нас такие, сложности возникают у родителей. Им надо каждый раз выезжать за пределы республики, в эти национальные исследовательские институты. Подобные консультации и настройки необходимо проводить ежегодно в обязательном порядке для улучшения слуха и выявления дальнейшей реабилитации. Нам, чтобы туда съездить, в Москву, например, или в Питер на настройку, нам нужно на свои собственные деньги приобрести авиабилеты и оплатить проживание, поэтому нам очень удобно, чтобы наши сурдонастройщики, чтобы приезжали в Якут сами, самостоятельно. До этого мы сами ездили на настройки в Москву, потому что там у нас операция была. И меняли, и настраивались там. Пока вот такие организации не было. Не организовали вот такие настройки.